Приложение Easy. Больше шоу и подкастов уже там. Здесь же, бро, сколько можно вас ждать? Бич, мне такое хочу с тобой обсудить. Видишь, вот это. Вы все библиотеки взяли, да? Новый том, мои методички. Ага, одобрено Министерством ОСЕКов. Еще бы они не одобрили. Бейонсе, икона, главная. Если Пэрис Хилтон это, то есть икона просто по жизни, вот это, бич, икона вселенского масштаба. К твоему счастью, я нашел все ответы на вопросы и написал их вот здесь. Поэтому мы с тобой сегодня разберем королевскую историю Бейонсе. Чего? Поехали. It's hot. Wow, okay. Oh my god. Cool. Ее история началась в 1990 каком-то году, я уже даже не помню, но это особо не важно. Она выступала на разных конкурсах талантов, там что-то выиграла, что-то проиграла. Ее папаня такой: слушай, а давай ты будешь выступать в группе. Собрали овер до хера девочек и назвали группу Girls Time. Какая-то хрень, чистое слово. В какой-то момент их заметили рекорд-лейбл. Когда они поняли, что что-то не работает, их и так такого нет, мама Бейонсе, Тина Ноулс, придумала новое название — Destiny's Child. Вся семья была супер религиозная, вообще у них, вся община их, в Хьюстоне была религиозная. Поэтому Destiny's Child, очень так созвучно с тем, как выросла Бейонсе. Это просто как ребенок судьбы. Камнем преткновения в Destiny's Child стал отец Бейонсе, Мэтью Ноулс. Посмотри вот на его лицо. Видно жук. Excuse me, what the fuck? Другие девочки, их там было сначала 4, Бейонсе, Келли Роланд и 2 ноунеймши. Чё прям так, как будто этот? Чё, как будто? Как будто прям. Говорят, почему ее папаня делает все возможное, чтобы львиная доля их заработков доставалась им. Вся группа как будто строилась вокруг Бейонсе. Бейонсе и ее подпевка. Здесь, честно говоря, то у Бейонсе-то и у единственного был голос такой, чтобы это все выполнять. И в моменте эти 2 девочки потом ушли и нашли новую певицу Мишель Уильямс. И так вот был создан золотой состав и последний состав Destiny's Child. Они как блестящие Виагры не меняются. Такое там не практикуют. На Бейонсе смотрели как на такую звезду. Все ставки были на нее. И в 2003 году она выпускает первый свой хит «Crazy in Love». Но с кем она выпускает его? С Джей-Зи. Джей-Зи сейчас, это, конечно, удивительной внешности человек. Мне кажется, он выиграл ее только тупо своей харизмой. Я другого варианта даже и не вижу. Я очень много гадаю об этом. Ладно, об этом чуть позже. Crazy in Love выходит, это становится хитом, и Бейонсе становится сольной суперзвездой. А Destiny's Child как будто бы забывают. В 2004 году она бьет рекорд на Грэмми. Dangerously in Love, Beyonce! Beyonce, come on down! И выигрывает сразу 5 наград за одну ночь. До нее такого никому не удавалось. В 2005 году Бейонсе объединяется с Келли и Мишель для того, чтобы записать последний альбом Destiny's Child. Альбом назывался Destiny Fulfilled, или «Судьба исполнена». И они как будто предсказывали сами, что это будет их последний совместный альбом. В 2006 году она выпускает To the Left, и, она становится звездой глобального масштаба. Но тут-то какая драма происходит-то? Ее отец принимал все главные решения касаемо ее карьеры. Она такая: бич, что происходит? Мне такое не нравится. В этот момент она вспоминала знаменитые слова Майкла Джексона, когда он говорил, что я не хочу быть знаменитым, я не хочу быть популярным, я хочу быть легендой, иконой. Бейонсе зареклась
Этими же словами, the one and only. И в 2008 году увольняет отца. Первым треком после увольнения отца стал легендарный хит «Single Ladies». All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Клип на эту песню она записала на свои деньги. Лейбл не хотел давать очень много денег. Бейонсе придумала очень простой концепт. 2 танцоров рядом с ней над циклорами. Все 3 минуты, пока идет песня, танцуют знаменитую хорягу. Записывают все это за 1 день. И видео просто становится одним из величайших клипов в истории человечества. Ну, вообще, осмелюсь так сказать. Клип, конечно, потом идет и выигрывает ей Video Music Awards, как видео года, все дела. Это цементирует Бейонсе в статусе суперзвезды. Она начала просто расти вот так вот. Именно тогда произошел вот этот скандальчик с Тейлор Свифт. Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Бейонсе сидит в аудитории такая: what the fuck, что происходит? Потом-то она что делает? Она выходит на сцену, когда ей вручают видео года, говорит: йоу, все классно, спасибо большое, но можно сюда Тейлор? Давай речь свою закончи, и та благодарит за свою награду. И все хлопаем Бейонсе, типа: какая хорошая тетенька. В 2011 году она выпускает новый альбом, и тут она решает быть такой, знаешь, экспериментальной немножечко. В духе ее героев, в духе Майкла Джексона, Джеймса Брауна, Аретта Франклина и так далее. Выпускает Who Run the World, Girls, да-да-да. Но она выпустила гимн, самый настоящий гимн. It's hot up in here, DJ. Don't be scared to run this back. I'm rapping for the girls who are taking over the world. Help me raise a glass for the college grad. Бич, когда эта песня играла, я никогда не слышал, чтобы люди орали песню какую-то настолько громко. Но сам альбом Four был наполнен кучей клевых хитов, там Love on Top, Countdown. Критики просто в один голос кричали, что Бейонсе настоящий музыкант. Beyonce has made history, and she's not even 30 yet. She makes songs that will live forever. She's been a role model and a powerful presence for young girls and women all around the world. В 2011 году она беременеет. Своим первым ребенком, Blue Ivy. Там был скандальчик. Во время одного интервью она садится, и такое ощущение, что под платьем не живот с ребенком внутри, да, а подушка. На видео этот животик немножко сложился. На тот момент иметь суррогатную мать было немножечко таким кринжем. Бейонсе, конечно, никак не комментировала эту ситуацию. Уже тогда за правило взяла: ты никогда не адресуешь никакой хейт. Потом, конечно, появляются фоточки с пляжа, где они с Джей-Зи отдыхают, у нее огроменный живот. И как бы где здесь правда, а где здесь ложь? I don't know. Следующий альбом Beyoncé она выпустила, конечно, 8 декабря 2013 года. Почему я это все помню? Я сижу на своей кровати, что-то такое, 12 ночи, как всегда не могу заснуть, и вижу уведомление, что типа Beyoncé is out. Потом оказалось, что это новый альбом, который она выпустила без всякого предупреждения. И выпустила она это не в понедельник, как обычно многие делают. Она выпустила это в пятницу. Она просто взяла и все сломала, всю систему сломала. После вот этого цифрового релиза вся музыкальная индустрия подстроилась под этот формат. И с тех пор все лейблы, все главные музыканты мира выпускают свои новые треки в пятницу вместо понедельника. Потому что Бейонсе сказала: неделя начинается с пятницы, не с понедельника. Но офигенная другая вещь — это был визуальный альбом. К каждой песне был клип. То есть она заранее что-то еще сняла. Теперь вы мою iconic-нess отрицать не можете. После этой всей истории с беременностью, суррогатным материнством, ее мощь, как будто бы и власть, это социальное влияние, как будто бы становится больше, 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 больше. И люди такие: какая-то она становится слишком большой. Суперпылкая космическая дылда. И идут подозрения разные, что она, типа, одна из вот этих масоны, иллюминаты, вот эта вся тема. Это вот прям все начали ее подозревать. А еще муженек рядом ходит и ромбики своими руками строит. Все такие: о май гад, это знак, это знак. Иллюминаты не иллюминаты, масоны не масоны. В 2016 году она все равно продолжает свое дело. И тут-то она выпускает тизер. И никто ни хрена не понимает, что это такое. Она выпускает новый альбом, сериал, фильм. Что это? Мы узнаем потом уже по факту, что это визуальный альбом. Она записала целый фильм. Здесь был какой-то сюжет.
Потому что, как мы узнали, бич, что вот этот говнюк, Jay-Z, когда у них уже родилась дочь, он, оказывается, ей изменил. И весь альбом посвящен тому, как она восстанавливала свои отношения с Jay-Z. Бич, какой же шторм начался, когда все узнали, что Jay-Z ей изменил. Когда вышел альбом, там в песне «Sorry» была эта строчка «Бекки». Так называют обычно белых девочек. Ну, типа, Бекки — это типа, Айгуля. И все сразу начинают подозревать Рэйчел Рэй. Потому что, оказывается, она появлялась когда-то вместе с ним в одной компании, и все таки это Рэйчел Рэй. Эта дура себе в Инстаграм постит фотку, где она делает селфи, и у нее подпись «Хорошие волосы, нехорошие волосы, пофигу, но мы всегда будем фотографироваться с хорошим светом». Ну, не дура. Фанаты Бейонсе Beehive, так они на себя называют, а это в переводе это пчелиный уй, пчелиный рой, просто налетели на Рэйчел Рэй, начали оставлять ей эмодзи пчелок, и просто забулили ее до слез. Jay-Z потом в итоге признал, что он ей изменил. Как можно было изменить Бейонсе? И он сам постфактум об этом начал задумываться. Неужели я настолько тупой? Изначально Бейонсе должна была выступать на Кочелле в 2017 году. Но что происходит? Она беременеет снова. И об этом сообщает. Если первую беременность она еще как-то скрывала, то вторую беременность она как-то проживала еще более-менее публично. Запостила постик в инсту. Пост стал в итоге самым пролайканным и пролюбившимся постом в истории. Потом, конечно, какое-то яйцо пришло, и просто этот рекорд побило. Помнишь, да, это такой кринж. В 2018 году она активно готовится, она уже восстановилась, она уже родила детей и так далее. И у нас случается Кочелла или Бичелла. Бейонсе. Это легендарное выступление стало самым просматриваемым шоу в истории Кочеллы. Никакого другого артиста так много людей одновременно на Ютубе еще не смотрели. Все, даже хейтеры, которые говорили, Бейонсе какая-то, она такая искусственная, Бейонсе как будто бы так прям чересчур контролирует свой имидж, все просто сказали, один из величайших перформеров всех времен. В 2022 году она выпускает альбом, снова меняет игру, называет его «Ренессанс». Альбом вдохновлен бальной культурой, болрумом, вогом, вот этой танцевальной культурой 90-х. И в 2023 году на Грэмми она становится официально самым номинируемым артистом в истории, человеком с самым большим количеством Грэмми за всю историю. 32 статуэтки. We are witnessing history tonight. Breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. За свою 20-летнюю карьеру она стала, собственно, королевой Грэмми. Хоть и ни разу не выиграла альбом года. Но историю она все-таки сделала. Ну чё, какой у нас вывод с тобой, girl? Королевы поступают так, как хотят. Вот Бейонсе взяла, уволила своего отца. Посадила всю свою семью на заднее сиденье и сказала сидеть и не рыпаться. Двигалась по тому плану, который она себе сама начертила, который она сама себе придумала и руководила каждым процессом. Ничего не происходило просто так. Все было продумано до конца. Только ты знаешь, что ты хочешь и что тебе нужно. Не твоя мама, не твоя папа. Только своей маме сегодня это не говорят, то завтра придет, начнет мне мозги хавать. No, girl, we don't want that. Все, пока, иди.